В ходе сессии парламент Южной Осетии сделал обращение к Совету Федерации и Государственную Думу России в связи с изданием книги «Осетины на службе Третьего Рейха. Факты массового сотрудничества осетин с фашистами в годы Великой Отечественной войны». Книга вышла в 2019 году тиражом 10 тысяч экземпляров. В ней содержится дезинформация о якобы имевшем место массовом сотрудничестве осетин с нацистами, дезертирстве и измене родине в годы Великой Отечественной войны. Автор книги выпустил ее под псевдонимом Лорс Дарьялский. Председатель комитета по национальной политике, культуре, религии и средств массовой информации Амиран Дьяконов, который вынес обращение на заседании сессии парламента, назвал издание книги «Провокации против осетинского народа». В связи с этим депутатский корпус обращается в Госдуму и Совет Федерации о принятии мер парламентского контроля по проверке соответствия содержания книги законодательству. Депутаты рассмотрели представление генерального прокурора республики о лишении депутата парламента Медоева Джамбулата неприкосновенности и возбуждении уголовного дела. Глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов сообщил, что прокуратура предъявляет обвинение Медоеву по статье 316 «Укрывательство особо опасного преступника». Представление Генеральной прокуратуры о лишении депутата парламента Медоева Джамбулата неприкосновенности и возбуждении уголовного дела депутатский корпус отклонил единогласно. Парламент Республики Южная Осетия постановляет отказать Генеральному прокурору Республики Южная Осетия в представлении о лишении депутата парламента Республики Южная Осетия Медоева Джамбулата Рустиковича неприкосновенности и возбуждении уголовного дела. Сегодня же депутаты внесли изменения в госбюджет республики на 2019 год. Министр финансов Аза Хабалова рассказала о необходимости разработки данного законопроекта, которая в первую очередь обусловлена тем, что 16 декабря сопредседателями межправкомиссии подписано решение, в соответствии с которым один объект инвестиционной программы был заменен на другой. Мероприятие инвестиционной программы по софинансированию реального сектора он переносится на 2020 год и, соответственно, заменяется объектом Уфтаквайса третий этап, который начинается в этом году и будет завершен в следующем. Доходную часть госбюджета предлагается увеличить с учетом фактических поступлений в государственный бюджет по итогам 11 месяцев 2019 года. Там, где фактически прогнозные показатели уже были достигнуты, мы поставили ровно тот уровень, который уже есть. Это то, что касается доходов. Это дало дополнительно 3 миллиона рублей, 3 миллиона 9 тысяч, если быть совершенно точным, которые как раз были распределены по тем направлениям, которые были необходимы. Поправки внесены в бюджет пенсионного фонда. Председатель пенсионного фонда Азат Асоева отметила, что изменения связаны с ростом количества пенсионеров. Что послужило поводом для увеличения количества пенсионеров? Во-первых, выдача паспортов в Лениногорском районе. В Российской Федерации пенсионный возраст увеличился в этом году и не засчитывается стаж, если он меньше 10 лет, до 1991 года. На сегодняшний день мы уже выплачиваем пенсии. У нас вчера уже прошла выплата и недостает вот эта сумма. Стелла Вязарова, Сармат Гузитаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.